находим на упаковочке его и его сканируем. Только после этого он встает в наш чек на продажу. Аптекарь Светлана Логинова показывает, как работает система маркировки лекарств. Это сканер и специальный QR-код. Одним движением проверяют лекарства, и можно быть уверенным, у покупателя не контрафакт. Только после введения этого новшества с 1 июля покупатели столкнулись с проблемой. Многие лекарства перестали поступать на прилавки республики. Например, пропали ходовые Орбидол, Грипферон, Сумамед, Клексан и другие. Накануне систему упростили на федеральном уровне. Товар поступает, маркируется, маркировка отправляется поставщику, и сразу товар идет в оборот. Раньше мы ждали, когда поставщик к нам пришлет эту маркировку, утвердит статус оборот. Сейчас такого нет. Мы решили проверить, как в целом упрощенка заработала в аптеках Татарстана. Как оказалось, какие-то аптеки уже получили товар, которого еще в начале недели не было. Другие же продолжают ждать. Мы позвонили в несколько аптечных справочных. Аптека Ветеран, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у вас Орбидол есть? Нет, еще нет. Нет и не будет, да? Пока нет. А Клексан, Зитралит? Клексана давно нет. Нужен Орбидол? Орбидола нет, к сожалению. Нигде в Казани, да? По нашей сети нету. А Сумамед есть? Тоже нет. А это уже Альметьевск. Несколько сотен километров от Казани, и здесь сложно с необходимыми препаратами. Сейчас у нас только есть ингаверин, и замена Клексана есть иноксипарин. Ингаверин есть, Орбидол сегодня раскупили последнее. Орбидол и ингаверин как? Ну вы же знаете, что его на фирмах нету. Не найти нужных лекарств и в Челнах. Я сегодня охочусь за Арпефлю и Афлюдол. И ни в одной аптеке нет. Вот весь 7-й и 11-й комплекс прошла. Вот Октябрьская зашла. Здесь вот уже 3-ю аптеку обхожу. Нигде ничего нет. Как оказалось, упрощенка пока не особо изменила ситуацию с дефицитом лекарств. Смягчить ажиотажный спрос может инициатива Рустама Миниханова. 27 ноября в Казани должна заработать новая электронная площадка по продаже препаратов. Еще одна мера, которая поможет медикаментам быстрее доходить до потребителей, это новый хаб, который вскоре появится в Казани. Он будет базироваться в этом здании. Ожидается, что именно сюда будут доходить все лекарства, и отсюда по городу они будут доставляться за час, а по республике за сутки. Хаб станет первым в сети из 10 таких распределительных центров. Лекарства отсюда будут доставлять как больницы, так и жителям. За 2 года сеть расширят, открыв центры в Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске. Это поможет избежать нехватки лекарств во всей республике. Но по прогнозам специалистов, ситуация должна выровняться уже через неделю. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск, Челны, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.